Здравствуйте. В прямом эфире 19-й регион. В студии прямого эфира журналист Антон Хатиновский. Как говорится, повторение – мать учения. Мы постоянно рассказываем вам об изменениях, каких-либо изменениях в налоговом департаменте, о новшествах, которые сегодня вводятся. И все эти вопросы весьма актуальны для каждого из нас. И вот сегодня мы пригласили к нам в студию 19-го региона руководителя отдела Департамента государственных доходов по области ЖТСУ Жамалбаева Рената Айдарулы. Здравствуйте, Ренат. Здравствуйте, Антон. У нас на повестке дня несколько вопросов, которые мы разрабатывали с вами и которые являются очень актуальными сегодня для населения области ЖТСУ. Первый вопрос касается специального налогового режима розничного налога. Итак, какие преимущества СНР, вот именно розничного налога, имеются на сегодняшний день? Специальный налоговый режим розничного налога, он был внедрен несколько лет назад, и по сегодняшний день он утвердил себя как очень выгодный режим в основном для плательщиков, которые занимаются общепитом, розничной торговлей. И действует специальный перечень видов деятельности, совместимых с этим режимом. Туда входит 364 вида деятельности. Также из плюсов этого режима, в этом режиме предел дохода по постановке на учет в качестве плательщика НДС составляет 600 тысячкратный месячный расчетный показатель. Как вы знаете, по упрощенному режиму данный порог ограничивался 20 тысяч МРП. Соответственно, это придает очень большой импульс для повышения оборотов налогоплательщиков без дополнительных нагрузок в виде налога на добавленную стоимость. Также из плюсов этого режима, в данном режиме можно уплачивать налоги двумя ставками. Здесь идут ставки в размере 4% и 8%, в зависимости, кому вы реализуете свой товар или свои услуги. Получается, 4% вы имеете право применять в случае, если вы реализуете налогоплательщикам, которые не относят расходы по приобретению товаров на свои вычеты. А по тем, кто применяет общеустановленный режим, и согласно налогового кодекса применяет нормы по вычетам, для них предусмотрена ставка в размере 8%. И здесь хотелось бы отметить, что также в налоговом кодексе предусмотрено послабление в виде снижения ставки в размере 4%, о которой я ранее говорил, местными представительными органами в лице маслихата. Соответственно, каждый маслихат определенного района может принять решение о понижении ставки до 50%. И в случае принятия данного решения в таком регионе будет применяться ставка в размере 2%. И на сегодняшний день эта норма уже практикуется у нас в области ЖТСУ. Если говорить по цифрам, из 10 районов у нас в 6 районах применяется 2% ставка, в 3 районах 3% и в одном районе 4% без снижения. Поэтому также здесь имеется ограничение по количеству наемных работников. В цифрах это будет ограничено 200 работников, что также немало для налогоплательщиков, которые имеют обороты и могут позволить себе нанимать более 30 наемных работников. И сам по себе этот режим предусматривает более облегченные условия по порогам именно в постановке НДС и по ограничению в количестве наемных работников. Самые основные плюсы, я так думаю, что эти плюсы очень хорошо влияют для налогоплательщиков. То есть, получается, насколько я понял, на сегодняшний день районы сами устанавливают свои налоговые ставки, по которым они будут работать. Местные представительные органы в лице маслихата принимают решения для того, чтобы облегчить своим предпринимателям какие-то. Если местный представительный орган принял решение, то, соответственно, их налоги облагаются именно той ставкой, насколько снизил местный маслихат. То есть это вполне законное решение. А вот вы говорили, что в некоторых моментах НДСом не облагаются некоторые предприниматели. В каких случаях НДС
вот он отходит на второй план или вообще не взимается? Нет, например, на упрощенном режиме, если налогоплательщик работает и в течение года у него оборот превышает 20 тысяч МРП, это условно около 70 миллионов, то у него возникают обязательства по постановке на рекучет в качестве плательщика НДС. Соответственно, после того, как он зарегистрировался в качестве плательщика НДС, ему необходимо будет выписывать счет фактуры и платить налоги дополнительно еще в размере 12%. Но если вы применяете режим розничного налога и соответствуете его условиям, то у вас данный порог с 70 миллионов повышается до 2 миллиардов. То есть все становится гораздо проще, выгоды больше. Выгоды больше, и к тому же следует отметить, что это не дает повода многим налогоплательщикам скрывать свои доходы, избегая от дополнительной налоговой нагрузки. Понятно, что так или иначе каждый из нас сегодня сдает, да, налоговые декларации, то есть что мы имеем, какие активы, где храним и так далее, и так далее. Вот говоря о налоговом периоде и сроке предоставления деклараций, а также уплаты налогов для предпринимателей, которые применяют СНР розничного налога, когда они должны совершать данные действия, вот, и предоставлять свою При отчетность? применении специального налогового режима розничного налога налоговый период составляет квартал. Соответственно, отчетности надо будет предоставлять ежеквартально. Именно 913-ю форму налоговой отчетности и 200-ю форму налоговой отчетности по работникам. Данные отчеты следует предоставлять не позднее 15 числа, следующего за отчетным месяцем. Это, если простыми словами, в течение 45 дней по истечению определенного квартала. Получается, по итогам первого квартала до 15 мая, по итогам второго квартала до 15 августа и так далее. 4 раза в год. Насколько сегодня у нас дисциплинированы наши предприниматели и успевают ли они вкладываться в сроки? И что делаете вы с теми, кто вот взял и не сдал все, что необходимо в налоговую службу? В данный момент дисциплина по предоставлению в срок налоговой отчетности очень хорошая именно по налогоплательщикам нашей области. И с нашей стороны принимаются все меры, чтобы налогоплательщики не упускали сроки. Проводим разъяснительные мероприятия, оказываем определенные госуслуги для повышения налоговой грамотности населения. Но бывают случаи по определенным обстоятельствам или по незнаниям, по случайным причинам бывают упускают сроки. Для данных нарушений в административном кодексе предусмотрена статья по непредоставлению срок налоговой отчетности. Первый раз, естественно, будет предупреждение, но если в течение года будет повторность, то предусмотрен штраф. Но в основном налоговые органы ограничатся предупреждением. То есть беседы достаточно такой разъяснительной? Да, получается, после того, как налоговый орган выявляет отсутствие налоговой отчетности, в адрес налогоплательщика направляется уведомление об устранении, о непредоставлении налоговой отчетности. Соответственно, налогоплательщик в течение установленного срока должен будет предоставить позже срока. И за это предусмотрена ответственность, но в виде предупреждения на первый раз. И если в течение года данное нарушение не повторяется, соответственно, после года, если повторяется, опять будет предупреждение. Поэтому стараются не нарушать. Да, как таковых критических мер со стороны органов госдоходов в этом отношении не принимается. Ограничиваемся в основном предупреждениями. Ренат, вот как бы мы не проводили разъяснительную работу, как бы мы не рассказывали предпринимателям о мобильных переводах, тем не менее вопрос этот остается актуальным. Скажите, вот сегодня такой вопрос волнует, это проверка мобильных переводов. Для чего она нужна? Для чего проверять вот мобильные переводы? Ну какая разница, куда я перевел деньги и кому? Родственнику, может быть, там, другу, товарищу. Да, в данное время очень активно ведется разъяснительное мероприятие в части отслеживания мобильных переводов. Соответственно, в данном направлении правительством был принят приказ о том, что в налоговые органы будут передаваться сведения от банков второго уровня. Эти сведения будут передаваться поэтапно
Соответственно, в данный момент идет третий этап данного законопроекта. Соответственно, по итогам текущего года будут на следующий год переданы сведения по налогоплательщикам, которые являются индивидуальными предпринимателями и их супругами. Следует отметить, что данные сведения будут передаваться не по всему населению, а только по тем, кто будет нарушать критерии, именно указанные в этом законопроекте. Если остановиться на критериях, то здесь критерий составляет получение переводов от 100 и более лиц в течение 3 месяцев подряд. То есть это должны быть абсолютно разные люди, насколько я понимаю. Да, 100 человек, которых, это вот как раньше, извиняюсь, конечно, перебиваю, бывает песня, помните слова из песни? Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Вот. Здесь многие путают именно количество переводов и количество лиц, осуществляющих перевод. Соответственно, если вам, условно скажем, жена, брат или там дети переводят в течение месяца 20-30 раз, в любом случае это будет считаться как одно лицо, потому что вам переводит только одно лицо. А 100 и более лиц здесь подразумевается именно разные лица. Поэтому я так считаю, что переводы от 100 и более разных лиц это не такой уж и ограничивающий критерий, потому что у нас было очень много вопросов со стороны населения, особенно со стороны родителей, которые занимаются разными сборами в школе, там разные сборы идут, и есть вероятность, что человек превысит данный критерий. Но для этого предусмотрено, чтобы эти переводы, эти критерии нарушались периодически. Поэтому предусмотрели срок в размере 3 месяцев подряд. Соответственно, если вы нарушаете данный критерий по итогам 2024 года, в 2025 году по индивидуальным предпринимателям и их супругам, это по 3-му этапу, по 2-му и 1-му этапу, это по работникам государственной службы и их супругам и по работникам квазигоссектора и их супругам, будут передаваться сведения в Комитет госдоходов. И в дальнейшем будут направляться уведомления, проводиться анализ о наличии факторов осуществления предпринимательской деятельности. Это в первую очередь внедрено для отслеживания теневого оборота доходов налогоплательщиков. И во вторую очередь это внедрено, чтобы повысить кассовую дисциплину самих индивидуальных предпринимателей. Как вы понимаете, требование выдачи чеков это в первую очередь предусмотрено для того, чтобы потребитель мог доказать в случае несогласия, оспорить свои доводы при определенных спорах с предпринимателем. В первую очередь здесь должны защищаться права потребителя. Как мы знаем, в случае отсутствия чека доказать, что вы приобрели какую-либо услугу или товар, будет очень сложно. Поэтому призываем всех предпринимателей соблюдать кассовую дисциплину, не использовать личные счета в предпринимательских целях, потому что согласно условиям самих банков и согласно налоговому кодексу, предпринимательскому кодексу, везде четко ясно прописано, что все взаиморасчеты по предпринимательской деятельности должны осуществляться через предпринимательский банковский счет. Ну, вот вы сказали вывод из тени, значит, наших денежных средств, которые могут теневым оборотом. Видимо, именно этим и руководствуются некоторые недобропорядочные предприниматели, которые отказываются у нас принимать оплату безналичным расчетом и пишут там, допустим, только наличные. Вот насколько это законно с их стороны не брать с меня оплату. Хотя, по сути, я же перевожу те же самые деньги с одного банка в другой или в одном и том же банке. Почему не берут и как вот решить эти вопросы? В данных целях административным кодексом предусмотрена статья 194, которая защищает права потребителей, которые не могли получить услугу путем оплаты безналичным способом, именно банковской карты. Соответственно, если вы занимаетесь определенным видом деятельности, в который входит 14 видов деятельности, в основном самые актуальные из них это, естественно, торговля и оказание услуг, в том числе общепит и другие такие же услуги,
то если вам откажут в принятии банковской карты, то вы можете обратиться с жалобой в органы государственных доходов. Но здесь хотелось бы отметить, что, естественно, в первую очередь, опять же, будет предупреждение. Никто так сразу не будет штрафовать, потому что есть нормы административного кодекса, которые предусматривают предупреждение. В случае повторности, то предусмотрены штрафные санкции для тех, кто нарушает права потребителей периодически. А вот учитывая, что вот так вот происходит, проводится ли вашим департаментом работа по выявлению таких вот предпринимателей недобросовестных, которые не принимают вот оплату, именно картоплату? Проводите ли вы какие-то рейды по магазинам, контрольные, как говорится? Раньше было такое слово «контрольная закупка». Да, по данным фактам у нас предусмотрены тематические налоговые проверки, которые предусматривают проверку наличия регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, наличие оборудования по принятию безналичных платежей, наличие самого кассового аппарата для пробития наличных чеков и тому подобное. И в случае выявления данных фактов с нашей стороны принимаются все меры предупредительного характера, составляется административный материал с предупреждением, и налогоплательщик после данных мероприятий обязуется встать на регучет в качестве индивидуального предпринимателя или зарегистрировать кассовый аппарат, установить посттерминал. Данные мероприятия у нас проводятся на ежемесячной основе, и, соответственно, в части розничной торговли таких нарушений очень мало. Многие налогоплательщики имеют в наличии кассовые аппараты и посттерминалы, но бывают случаи неиспользования кассового аппарата при его наличии. Потому что очень часто к нам поступают жалобы, что тот или иной субъект предпринимательства не выдал фискальные чеки. И, соответственно, с нашей стороны принимаются все меры. Везде, в социальных сетях, в Инстаграме, в Телеграм-каналах, на телевидении, соответственно, на площадке Атамекен, разные брифинги, круглые столы, везде это все освещается. И в данное время я с уверенностью могу сказать, что налоговая дисциплина и знание налогового законодательства сейчас очень активно возрастает. Вот вы говорили о кассовых аппаратах. Интересная штука. Раньше, да, они у нас были большие такие кассовые, сейчас мобильные, маленькие. Но мы выпустили с вами из виду одну немаловажную сферу деятельности. Это таксисты. Вот в такси мы вызываем такси, сели в машинку. Раньше стоял, тикал счетчик, это в старые добрые времена. Сейчас таксист сам говорит, вот вам цена ваша, там 300, 500, там, сколько написал. При этом мы заплатили, отдали денежку, там, иногда наличными, иногда там переводом как-то. Вот. Но при этом мы не получили чек, кассовый чек. Должны ли они нам давать кассовые чеки? Ведь по сути он же является, наверное, на мой взгляд, по-своему индивидуальным предпринимателем. Для водителей, которые занимаются частным извозом, соответственно, есть обязательства по постановке на регучет в качестве индивидуального предпринимателя, потому что они несут определенную долю ответственности и должны соблюдать действующее законодательство, в том числе и налоговый кодекс. Поэтому, если они получают наличные, как вы знаете, у нас, согласно налоговому кодексу, все взаиморасчеты, взаиморасчеты в Республике Казахстан, которые осуществляются, они должны сопровождаться чеком контрольно-кассовой машины. И для этих целей у нас предусмотрено мобильное приложение, внутри которого можно выдавать чеки. И там же направлять на WhatsApp клиента или можете просто через экран клиенту показать и тому подобное. Есть специальные налоговые режимы, которые предусматривают более мягкие условия для тех, кто оказывает услуги в виде частного извоза, скажем, солярно-малярные услуги и тому подобное, или там по изготовлению дубликатов ключей, по ремонту обуви и тому подобное. Для таких услуг, туда входит перечень 33 услуг, предусмотрен режим в виде
патента или специальный налоговый режим с использованием мобильного приложения. Налоговая ставка там идет в размере 1% от оборота. И вы в данном режиме есть функция, согласно которой вы можете не сдавать отчеты. Соответственно, просто вы через приложение регистрируетесь, ежемесячно от оборота оплачиваете 1%, соответственно, оплачиваете от своей заработной платы социальные платежи для себя. Но здесь определенные условия именно в отсутствии наемных работников. Данные услуги, они предусматривают отсутствие наемных работников. Только в этом случае вы имеете право применять данный режим. И, соответственно, внутри приложения есть возможность пробить фискальный чек и выдать его клиенту. Еще у нас мы видим часто, что в магазинах просто бумажка, QR-код написано, все, оплатите. Мы нажали на телефончике, хоп, показали, вот, она отметилась там, что да, деньги пришли, и мы довольны и пошли с покупочкой домой. Но это в основном касается, наверное, продуктовых каких-то товаров. Вот, ну, обязаны ли нам пробить при этом чек? То есть мы вот как-то вот не обращаем на это внимание, разворачиваемся и идем. Согласно закону о платежах и платежных системах, оплата QR-платежом это считается одним из видов безналичных платежей. Соответственно, в случае, если у вас у потребителя после сканирования QR фискальный чек не выводится, то предприниматель должен выдать чек и пробить его как безналичный расчет. Но есть у нас в данный момент обновление со стороны определенных банков, которые содержат официально, входят в реестр операторов фискальных данных, и у них каждый отсканированный чек, он автоматом фискализируется. В данном случае чек выдавать не обязательно, потому что чек проходит фискализацию, и данные передаются оператору фискальных данных. То есть, получается, практически в автоматическом режиме, и меньше, насколько я понимаю, здесь уже проблем для самого предпринимателя. Да, потому что многие предприниматели после введения данных норм возмущались, потому что для них было тяжеловато определять доход, потому что они берут банковскую выписку, куда поступает поступление через QR, потом те же суммы некоторые были пробиты, некоторые не пробиты через контрольно-кассовую машину, и для них бывает затруднительно определить фактический доход. Иногда идет задвоение дохода и тому подобное. Поэтому я советую предпринимателям, у которых имеются наличные и безналичные платежи, просто через контрольно-кассовую машину наличку пробивать как наличку, а QR-платежи, если у вас не актуализирована автоматическая фискализация, пробивать как безналичный. И при определении дохода по итогам квартала или любого другого налогового периода исходить от цифр контрольно-кассовой машины. Соответственно, если все операции ваши будут проходить через контрольно-кассовую машину, никакого задвоения быть не может. И проблем не возникнет. Да. Ну что ж, Ренат, спасибо, что вы нашли время прийти к нам в студию прямого эфира и 19-й регион и ответить на наши вопросы. И еще раз просветив жителей области ЖТСУ о том, что все-таки необходимо соблюдать законы и чтить налоговую отчетность, не забывая о том, что надо отчитываться за свои платежи и, естественно, проводить их на законном уровне. Удачи вам в вашей работе, но я надеюсь, что наши телезрители будут все-таки более дисциплинированными и не будет таких проблем, как предупреждение или, не дай бог, штрафов. До следующей встречи в 19-м регионе. До свидания.